Проблемы сохранения природного разнообразия, геополитическая ситуация, культура, традиции и сохранение языка. Вопросы, заявленные в повестку съезда, охватывают все сферы жизни. И все они были обсуждены активистами Коми Войтер в течение года на местных конференциях. На съезд сформирован единый всеобъемлющий блок вопросов. Я как руководитель секции образования подготовил проект этой секции рекомендаций, в которые вошли вопросы, связанные с преподаванием коми-языка в школах Республики Коми, с подготовкой учебников по коми-языку и по коми-литературе. Будем говорить о том, как повысить качество образования на коми-языке, как повысить уровень владения коми-языком, потому что видим на примере многих мероприятий, что тех часов, которые выделяются на изучение коми-языка и литературы в школах Республики Коми, не хватает, чтобы потом грамотно использовать этот язык в различных сферах образования, культуры и так далее. Коми-язык должен звучать в семье. Только так можно поддержать родную речь и дать языку будущее. Тем, как язык объединяет на съезде, поделятся участники клуба «Счастливая семья». Активисты решили собраться семьями 10 лет назад. И с тех пор стало традицией каждые выходные встречаться, вместе отмечать праздники и говорить только на коми-языке. Мы с активистами этого клуба, туда входят комиязычные мамы, папы, которым интересна коми-культура, которые хотят изучать в семье коми-язык, но сталкиваются с многими проблемами. Например, в семье мы говорим на коми-языке только, а идти нужно в русский детский сад, какие проблемы могут быть, что нужно делать, как, может быть, подготовить к детскому саду. Тот же с психологической стороны, возможно ли, что над ребенком будут надсмехаться, что ребенок комиязычный пришел в русский класс, например. Жителей многих сел волнует вопрос раздельного сбора и вывоза мусора, а потому проблемам экологии будет посвящена отдельная секция. Мы от женского представительства Коми Войтер в первую очередь у нас проблема экологии. Так уж получилось, что она интересна нам стала. Я сама сортирую дома мусор, пластик, бумагу, все отдельно. У меня подруга Анастасия тоже, она активист, такая активист и участник съезда, делегат съезда. И вот они вместе со своими активистами подготовили предложение в резолюцию съезда. В первую очередь нам бы хотелось узнать, а куда же все-таки увозят? Сейчас вот многие видят в своих во дворах есть контейнеры по раздельному сбору мусора. А куда этот мусор уходит? Вот хотелось бы это узнать, конечно. До главного события Коми-народа осталось чуть больше недели. Самая горячая пора для его организаторов. От того, как будет выстроен диалог общественников и власти на предстоящем форуме, во многом зависит будущее региона и коренного населения Коми в частности. Татьяна Супряткина, телеканал Юрган.